Пару слов мы расскажем, как мы монтируем кровлю в деревянных домах. Сначала мы устанавливаем стропильную систему. В данном случае она из доски 50 на 150. Плюс вы видите еще потолочные ригеля, тоже из доски 50 на 150, сшитые гвоздями, пробитые, еще дополнительно Шпильки. да, скреплены шпилькой для надежности. Стропильные ноги у нас установлены уже под утеплитель, чтобы в дальнейшем, когда придет время утеплять вам дом, вы не мучились. То есть есть уже готовые маты, просто уже на готово укладываете, это очень легко. То есть мы делаем стропильные ноги уже, это важно, под утеплитель. Дальше мы применяем очень... Хороший изоспан, Да. категория АМ, пароизоляционная пленка. Ну, очень качественная, Да. прочная. Работает как ниппель. То есть изнутри, из утеплителя выпускает влагу, конденсат, если он образовывается, но внутрь не пропускает. Дальше мы забиваем контрабрешетку из бруска 50 на 50, как уже говорил Дмитрий, и забиваем поверх контрабрешетку и настилаем уже кровельное покрытие, это металлочерепица или профнастил. Что еще можно сказать? В целом, какой материал у нас идет по кровле по сортности, это видно. То есть у нас свежак. Да. Сортность пиломатериала идет, первый, второй сорт. Видно, что он весь свежий, то есть нет обзола, нет там короеда. Какие проблемы еще бывают с пиломатериалом? Ну, обзол, в основном обзол и гнилье. В нашем случае этого нет, потому что мы отбираем. У нас есть требования к пилорамам, и нам поставляют очень качественный пиломатериал. Ну и как видите, в целом работа выглядит очень аккуратно.